информационном фронте. Я же рада представить гостю нашей студії. Це Юлія Паевська, волонтер, доброволець, військовослужбовець, парамедик, командир підрозділу Янголи Тайри. Вітаю вас, пані Юлия. Селям алейкум. Алейкум ассалам. Сегодня Украина отмечает День Вооруженных сил Украины. Я искренне хочу вас поздравить с этим днем, как причастного человека к этому дню. Спасибо большое, что вы есть для начала. Спасибо вам. Это целые 30 лет 30 лет. ВСУ, и это большой праздник. Что для вас лично означает этот день? Вот что вы чувствуете в этот день? Ну, я чувствую гордость в первую очередь, разумеется. Я очень горжусь тем, что я причастна. И всего 2 года продлился мой контракт с ЗСУ. Но я чувствую себя частью системы, и это очень круто. Да. А вот расскажите, как вы попали в Вооруженные силы Украины? Как вы приняли решение прийти и подписать этот контракт и стать частью ВСУ? В 2018 году мне сказали, что есть посада, которую я бы потянула и была бы адекватна на этом месте. Это командир эвакуационного відділення 61-го госпиталя. На тот момент это Мариупольский госпиталь, который находится непосредственно в городе Мариуполе, рядом с линией разграничения. И предложили подписать контракт. И после некоторого раздумья я согласилась. И ни капли не пожалела, ни одной секунды. А долго думали? Ну, месяц, наверное, думала, да. Взвешивала все за и против, потому что, будучи добровольцем до этого... А сколько до этого были добровольцем? Сразу с 14? С середины лета 2014 года я как доброволец, парамедик, присутствовала на фронте в разное время по-разному, там по времени по-разному. Чем дальше, тем больше я оставалась на фронте. И в итоге получилось так, что я редко бывала дома. Потом контракты, 2 года фактически я была на месте, то есть я непосредственно на линии, в районе Широкина, населенного пункта, вы знаете, где это. Да. От Широкина до Чермалыка включительно наша линия была. А вот в 2014 году, когда вы приняли решение пойти на фронт добровольцем-парамедиком, вот, чем вы руководствовались? Вот, что стало для вас основным триггером тогда, когда вы только вступили? Я приехала на фронт для того, чтобы проводить занятия по тактической медицине. Я начинала, собственно, как преподаватель тактической медицины. Я приехала на фронт, я поняла, что курсы — это очень важно, и очень важно обучать бойцов, но были серьезные проблемы с медиками и парамедиками. И даже 1 единица может изменить ход боевых действий. На тот момент это было очень важно и даже критически. Я приняла решение, осталась там. И, в общем, со временем это все превратилось в такой подроздел, который занимался эвакуацией и занимается сейчас на данный момент. Сейчас мы находимся уже на 8-м году войны с Россией. И вот вы как человек, который пришел в ряды добровольцев еще в 2014 году, и потом позднее подписали уже контракт с вооруженными силами Украины, находились в рядах официально уже ВСУ. Сейчас я так понимаю, что вы также продолжаете. Нет, я уже не военнослужащая, я но вы продолжаете дембель, быть добровольцем и парамедиком на фронте. Да. И вот это все время, в принципе, вот эти 8 лет, я так понимаю, вы были ротации, приезжали, уезжали. Насколько за вот эти 8 лет модернизировалась украинская армия? Насколько она изменилась с момента 2014 года к моменту 2021? Это кардинальная разница. А вот расскажите вот принципиальные отличия и разницы подробно. Слишком много рассказывать. Проще сказать, что не изменилось, наверное. Да нет, практически все изменилось. Что-то стало в последний год чуть-чуть проседать снова. Например, с питанием стали опять наблюдаться проблемы. Но подход очень хороший. Сейчас замечательный командующий. И все налаживается. Армия более чем боеспособна. В 2014 году не было даже толком перевязки. Я молчу уже про турникеты фирменные, ну, то есть качественные. Останавливали кровь жгутами эсмарха. Они сами по себе ничего тоже, конечно, но лучше все-таки использовать кеты, то, что называется, турникеты.
Вот, ну, то есть была проблема совсем с медикаментами. Я говорю в основном по медицине, потому Да. что это как бы моя отрасль, чем я занимаюсь. Э, Практически совсем были проблемы. С эвакуацией были огромные проблемы. То есть чаще всего раненых довозили не благодаря условиям, а вопреки обстоятельствам. А сейчас как раз доезжают практически все, кто к медикам попал в руки, все доезжают практически Мгм. живыми, если ранение совместимо с жизнью. Сейчас уровень медицины, по крайней мере, и до медицинской помощи на очень хорошем уровне. А когда вы последний раз были на фронте? Около месяца назад. Мгм. И как там? Ну, как всегда, война. А в 2018 году, в 2019, да, было принято решение о разведении войск в Мгм. трех частях районах Донбасса, и было объявлено так называемое перемирие. Сегодня вот как человек, который находится на фронте, вы можете сказать, что этого перемирия в принципе нет? Ну, на фронте его особо не заметили. Мгм. Я не знаю, что тут было видно в Киеве, но там это не было заметно. Потому что обстрелы продолжались. На пару дней, может, что-то затихло, потом возобновилось с новой силой. На фронте никто ничего не заметил. Сейчас очень активно обсуждается вопрос возможного полномасштабного вторжения России в Украину. Наверняка вы также следите за этим, читаете новости, которые в том числе и подаются с Запада. Очень много сейчас массовой информации западных наших партнеров, разведки, в том числе, которые сообщают о том, что Россия готовит нападение. И, в частности, сегодня немецкое издание Bild, ссылаясь на свои источники в западной разведке, опубликовало возможный план захвата России Украины. На первом этапе Россия планирует завоевать юг Украины, чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря. На втором этапе Россия планирует ослабить военный потенциал Украины по всей стране. Если Кремль признает, что условия для этого выполнены, российские танковые части могут перейти границу в Луганской и Харьковской областях и продвинуться в Днепр и Полтаву. На третьем этапе кремлевская армия будет наступать в Киев с севера. Если к атаке присоединится еще и Беларусь, Россия может оцепить Киев с северо-востока и северо-запада. Однако источники в НАТО не уверены, будет ли режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко участвовать в боевых действиях из Беларуси. Российские войска должны также продвинуться приблизительно к линии Коростень-Умань, чтобы отрезать поставки из Западной Украины. Тогда можно было бы ожидать капитуляции Киева, а значит и Украины под давлением Запада, говорится в немецком издании Bild, ссылаясь на данные разведки Североатлантического альянса. Пани Юлия, вот этот план описанный, на ваш взгляд, насколько вероятен? Ну, судя по незамысловатости самого плана, он вероятен. Мгм. Я не думаю, что тут что-то такое из ряда вон выходящее. То, что я видела сейчас, эту карту, это совершенно очевидно и лежит на поверхности. Российские стратегии не отличаются особой изобретательностью. То есть, возможно, что и так. Если бы я бы действовала чуть-чуть иначе, но, слава богу, я не геополитик, не занимаюсь геополитикой. А вся эта проблема лежит, на самом деле, на мой взгляд, именно в плоскости геополитики, то есть всемирной политики. И Украина здесь всего лишь небольшой участок вот этой игры большой, которую ведут и Штаты, и Россия, и Европа, разумеется, и Китай. И мы должны учитывать все факторы. Я не располагаю информацией по всей вот этой плоскости. Угу. У меня нет достаточной информации, поэтому я тут не могу дать какой-то прогноз. То, что я знаю наверняка, это то, что Россия от нас никогда не отцепится.
Если она будет уверена в том, что она вот может напасть, взять кусок земли или там расколоть Украину, взять половину. То есть если Россия будет уверена в том, что она успешно осуществит свою цель, она нападет. А как она может быть в этом уверена? Что может стать для И нее еще один важнейшим триггером? фактор должен быть. Она должна быть уверена, что ей за это ничего серьезного не будет. То есть не будет там каких-то супер санкций. Так. Потому что, несмотря на всю браваду, это, конечно, поджимает. Ну, можно в качестве примера даже привести 2008 год, Грузию, когда инфантильная, можно сказать, реакция западных партнеров, в принципе, и дала карт-бланш Путину пойти дальше и в 2014 году осуществить оккупацию Крыма и начать прямую военную агрессию на востоке Украины. То есть сейчас должен быть какой-то, на ваш взгляд, сдерживающий фактор со стороны Запада и Украины. Что это может быть? Ну, насколько я знаю, сегодня кто там, Америка, да, заявила о поддержке, и я боюсь соврать, я так про... Энтони Блинкен говорил о поддержке Украины. О поддержке и о том, что это практически решенный вопрос, там, разумеется, не военной поддержки, не вооруженного вмешательства, но очень интенсивной поддержки Украины в случае агрессии. И это очень радует, потому что это чуть больше, чем глубокая обеспокоенность, которая нас кормят уже вот все эти 7 лет. Но спасибо американским партнерам, они действительно переймаются ситуацией, и, вероятно, у них есть на то серьезные поводы. Находясь на фронте, я не могу сказать, что заметно какие-то серьезные подвижки с той стороны. То есть ситуация вот на Востоке примерно так же выглядит, как и 2 месяца назад, как и 3 месяца назад по интенсивности. То есть на фронте... Системные обстрелы? Да, на фронте никаких особых изменений нет. Я знаю точно, что там подтягивают с той стороны медицинские силы, госпитали. Да, мобильные. Да, и эвакуационные бригады. И это такой показатель, которого не было раньше. Но эта информация, опять же, от партнеров. Это не наша информация. С нами сейчас на прямой связи военный эксперт Дмитрий Снігирьов. Я предлагаю подключить его к нашему ефіру. І співголова громадської ініціативи «Права справа». Пане Дмитро, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый день. Пане Дмитро, по данным различных изданий, к границам Украины действительно Россия подтягивает мобильные госпитали, горюче-смазочные материалы, эвакуационные бригады, снаряды. Вот, то есть выглядит все так, что Россия действительно готовит некое полномасштабное вторжение в Украину, как сообщают многие западные, в том числе средства массовой информации, ссылаясь на свои источники в разведке Североатлантического альянса. Вот есть ли действительно сегодня такая угроза, если мы основываемся на этой информации? Юльсон, давайте разом з вами проаналізуємо цю інформацію. За даними американської розвідки, наразі на кордонах з Україною, біля кордонів, я уточнюю, зосереджено 70 тисяч вояків Збройних сил Російської Федерації. Чи достатньо цього для вторгнення в Україну, для реалізації того плану, який був оприлюднений Білд? 3 етапи. Ні, недостатньо. Чисельність Збройних сил України – 250 тисяч. Мобілізаційний резерв – 150 тисяч. Відповідно, кількість людей, які пройшли, власне, АТО і операцію Об'єднаних сил – це приблизно 400 тисяч. Поясніть, будь ласка, яким чином 70 тисяч вояків Збройних сил Російської Федерації, навіть якщо їх буде 175 тисяч, як про це повідомляють американські джерела, захоплять 2/3 української території. Даже 175 тисяч недостаточно, это, в принципе, мало считается? Ну, якщо Україна готова виставити приблизно 800 тисяч людей, які мають і можуть поводитися зі зброєю, це без ЗСУ і відповідно мобілізаційного резерву. Кожен будинок перетвориться, власне, на фортецю. Не випадково сьогодні
сенатор республіканець заявив про те, що власне Україна перетвориться для росіян в Афганістан. Чим завершилася власне ця військова кампанія для СРСР? Ми пам'ятаємо. Кількість струн російських, які підуть з України, будуть тим деморалізаційним власне чинником, який усунуть Путіна від влади. Тобто не буде тої легкої прогулянки, якої намалювали на картах німецькі експерти і відповідно самі росіяни. Варто казати про те, що ЗСУ зразка 2021 року – це не ЗСУ зразка 2014 року. Не випадково, власне, командувач ООС заявив про те, що поблизу вже лінії розмежування, власне, є підрозділ Збройних сил України, оснащений джавелінами. Юльсум, я поясню, про що йде мова. Якщо раніше Сполучені Штати, одна з умов було, це зберігання джавелінів, власне, на Яворівському полігоні, це 1500 кілометрів від лінії розмежування, то наразі йдеться про те, що ЗСУ готові використовувати джавеліни. І, власне, це з дозволу Сполучених Штатів. Оце є чіткий сигнал, власне, Російської Федерації з боку Сполучених Штатів і з боку, власне, української сторони. Не варто нагнітати паніку і, відповідно, створювати певні настрої. І тут ще варто зауважити, що якщо аналізувати ту карту Білд, Гюльсум, тут варто і подякувати вашому телеканалу. Бо вперше, власне, іноземні джерела дослухалися до думки українського експертного середовища і заявили про те, що безпосереднього вторгнення з території окупованого Криму не буде. Буде начебто інтенсивна артилерійська підготовка. Ну, нам є чим відповісти, власне, на подібні сценарії з боку Російської Федерації. Але менше з тим, Юльсум, спростована інформація так званих російських військових експертів, яка просовувалася через українські ЗМІ, через українські телеканали. Я нагадаю, і, власне, Іларіонов, там, Фельгенгауер та інші ці так звані експерти поширювали думки з приводу того, що саме з території окупованого Криму буде вторгнення, власне, на територію материкової України. Далі, в Білді вказано білоруський напрямок як можливий сценарій розвитку подій безпосереднього вторгнення в територію України. Ну, наразі на території Білорусі немає регулярних частин Збройних сил Російської Федерації. Так про що німці нам повідомляють? Для чого, власне, створювати ілюзію і розпорошувати сили Збройних сил України по декількох можливих напрямках нападу? Але менше з тим, там є і позитивне зерно. Нарешті вони визнали, що можливим плацдармом для вторгнення, ескалації військової напруги будуть окуповані території Луганської і Донецької областей. Власне, про те, що ми з вами неодноразово говорили в цій студії. І, до речі, не випадково сьогодні оприлюднений звіт ОБСЄ, де знов-таки підтвердилася інформація про накопичення важкої бронетехніки, систем залпового вогню «Град» поблизу лінії розмежування. Йдеться про Міусінськ. Власне, те, що ми повідомляли, що відбувається формування нової батальйонно-тактичної групи, виключно російською, на території окупованих районів Луганської області. Те саме і, власне, поблизу Тернового. ОБСЄ сьогодні підтвердила інформацію про накопичення цієї техніки. Причому повідомляється, що частина з техніки є так звано неопізнаною. Чому? Тому що немає номерів бортових, відповідно тактичних знаків, які би давали можливість ідентифікувати цю техніку, її приналежність, чи то до другого, чи то до першого армійських корпусів, так званих армійських корпусів. Відповідно, це дає, ну, скажімо так, підстави вважати, що ця техніка передислокована безпосередньо з території Російської Федерації. Вот все сценарии можливі, тобто створення То есть, на ваш ударних взгляд, наиболее реалистичный сценарий – это эскалация именно на востоке Украины сейчас? Абсолютно точно, Юльсум. Так. Пані Юлія, пане Дмитро, давайте дадим слово пані Юлии, которая также в нашей студии. Пані Юлия, что думаете по поводу эскалации на востоке Украины вот, в ближайшей перспективе? Ощущается ли это на фронте? На фронте это не ощущается. На месте России я бы действительно попыталась провести такую разведку боем. Возможно, зеленых человечков запустить в тылы,
и ударить с востока. Тогда, встретившись где-то за второй, третьей линией, они могли бы чего-то добиться. Но я очень надеюсь, что такая мысль никому не придет в голову, потому что для того, чтобы зеленых человечков завести, не нужно каких-то суперсил. Они могут зайти просто в качестве зеленых человечков, переодетых гражданских. Я очень опасаюсь таких событий, такого рода событий. Сейчас такого нет, но некоторое время назад отмечалось появление там какого-то количества людей призывного возраста в новой гражданской одежде. Сейчас вроде бы нету этого. Это было несколько месяцев назад. Последнее время о таком местные не говорили ничего. Вот. Ну, посмотрим, что дальше. Я на самом деле не исключаю возможность вторжения, даже широкомасштабного вторжения, но для этого должна созреть ситуация. Сейчас я не вижу, что есть какие-то предпосылки. Возможно, я просто не в курсе. Ну, а если исходить из самого худшего варианта развития событий и предположить, что Россия высаживает свой десант в Мариуполе, в Николаеве или даже в Одессе, допустим, возьмем Мариуполь, как действует военная Украина, как должен действовать Генштаб и готова ли Украина дать отпор? Ну, надо быть совершенным идиотом, чтобы высаживаться в самом Мариуполе. Эта операция обречена на провал просто. Я вам сразу могу сказать, что силы необходимы такие для того, чтобы захватить Мариуполь, что некому будет воевать на остальных направлениях просто со стороны России. В этом нет никакого смысла. Брать Мариуполь ни тактически, ни стратегически никакого смысла нет. Его проще обойти, захватив, по Волновахе, например, да, и пойти через Бердянск, уже коридор в Крым, если им так сильно нужно. Я бы на месте их не стала цепляться за крупные города вроде Мариуполя с дислокацией боеспособных подразделений. Это совершенно... В этом нет никакого смысла. Они там завязнут и потеряются. Схему, которую я видела, рассчитана на блицкриг. Сил для этого, то, что действительно вы озвучили, действительно недостаточно. Может, у них там какие-то планы что-то подтянуть, сбросить десанты. То есть то, что я вижу на карте, это блицкриг. Для блицкрига необходимы определенные ресурсы в большом массиве и в короткое время. Пане Дмитро, Может, я ошибаюсь, я не эксперт. Да. Пане Дмитро, начиная с главнокомандующего Украины, то есть президента Владимира Зеленского, заканчивая министром обороны Украины Резниковым, начальником Генштаба, и все в унисон говорят о том, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину, Украина готова дать отпор и отстоять свои территории. С точки зрения обороноспособности Украины, как вы оцениваете наши силы? Это так? Звичайно, я вже говорив, що ЗСУ зразка 14-го року, 21-го року це не ЗСУ зразка 20... Я перепрошую, ЗСУ зразка 21-го року це не ЗСУ зразка 14-го року. Тому в Україні достатньо засобів і людського резерву, і мобілізаційного резерву, щоб дати гідну відсіч, власне, російським загарбникам. Юрсум, ви вже згадали Зеленського. Він чітко заявив, ми контролюємо ситуацію навколо українських кордонів. Наразі говорити про те, що є якісь дані, які свідчать про розгортання додаткових сил, чи то формування так званого контингенту вторгнення, немає. Я ще раз підкреслюю, і пані Юля, присутня в студії, підтвердила, що цієї кількості, яка наразі зосереджена, недостатньо. Має бути трьохкратна перевага в силі, щоб здійснити той бліцкріг. Наразі мобілізаційних заходів на території Російської Федерації немає. Немає масштабних передислокацій. До речі, Юльсум, напередодні буквально виходу вашої програми, росіяни знов кидають відверто фейкове відео про переміщення важкої бронетехніки окупованим Кримом. Йшлося про колону, яка рухалася, власне, в Феодосії в напрямок Джанкої. І це начебто мало налякати українців. От
вантажівок їдуть, і ми вже мали ледь не капітулювати і відійти до рівня Херсону. Ну, це відверта дурня, це елементи інформаційно-психологічних операцій Російської Федерації. Да, Я но в ще раз таком случае повторюю. тогда у меня возникает вопрос Давайте, и к вам, да. пане Дмитро, и к вам, пани Юлия. до Интересно пани ваше Юлии, мнение относительно того, что зачем сейчас тогда нагнетается эта ситуация, зачем вот эта игра мышцами, бряцкание оружия, вот что этим сейчас на данном этапе пытается добиться Путин. Вот такое складывается ощущение, что вот мы сейчас переживаем такой день сурка и повторяются события весны этого года. Зачем? Абсолютно точно. Пані Гільсум, давайте подивимося, власне, коли з'являється ця інформація. Напередодні розмови Байдена з Путіним. Правильно? Де Путін чітко заявив про так звані червоні лінії. Перша червона лінія – це безумовне виконання Мінських домовленостей в розумінні Російської Федерації. Фактична федералізація України. Давайте називати речі своїми іменами. Друге – це відмова України від північно-атлантичного курсу. Тобто не про який вступ НАТО ЄС не йдеться. Україна залишається в орбіті військово-політичного впливу Російської Федерації. Це на думку Путіна. Відповідно, щоб мати додатковий важіль тиску на, власне, адміністрацію Сполучених Штатів і, відповідно, президента Сполучених Штатів, відбувається от подібна передислокація, гра м'язами, як завгодно її можна називати. Кидання інформації про те, що українська сторона передислоковує війська безпосередньо до лінії розмежування. До речі, сьогодні в ЗМІ російських і так званих квазіутворень з'явилася інформація про те, що начебто в бік Горлівців просувається колона важкої бронетехніки кількості до 70 одиниць боку ЗСУ. А відповідно в зоні проведення операції Об'єднаних сил зосереджено ледь не 125 тисяч вояків Збройних сил України. Тобто Україну намагаються показати як країну, яка вийшла в односторонньому порядку з Мінських домовленостей. І відповідно тоді у Росії розв'язані руки. Да, І тут, Гільсум, вибачте, я буквально хвилинку. Тривожні сигнали, які прозвучали напередодні цієї зустрічі. Це, власне, заява Пушиліна про те, що він залишає за собою право звернутися за військовою допомогою безпосередньо до Російської Федерації і, відповідно, вручення і Пушиліну, і Пасічнику партійних квитків Єдиної Росії безпосередньо в Москві на з'їзді цієї партії. Я поясню, про що йде мова. Юрсум, їм вручали партійні квитки разом з іншими функціонерами, тобто губернаторами російських провінцій, як там земель, як завгодно їх назвати. Тобто тим самим демонструючи, що, власне, Луганськ і Донецьк вже є суб'єктами Російської Федерації. Це небезпечно. Тобто нам намагаються вкинути так званий абхазький сценарій. Введення військ Російської Федерації під виглядом миротворців, відповідно, ну, скажімо, де юре, де факто визнання тих квазіутворень. Да, зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Чухсагуну, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Військовий експерт Дмитро Снегирев був з нами на прямому зв'язку. Пані Юлія, а як ви думаєте, дійсно ли сейчас этим блефом, шантажом, бряцканием оружия Путин пытается добиться неких политических преференций, в том числе некой конфедерации в нашей стране? Я думаю, что стоит ожидать провокаций не только на Востоке, но и со стороны как раз белорусской границы. Сегодня кто-то из поляков, не помню, кто заявлял о том, что есть информация у них с их стороны о том, что им стоит ожидать провокаций на украинском кордоне точно так же, как и на белорусском. Но сегодня Лукашенко заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. Ну, молодец. А на прошлой неделе, он сказал, что в случае войны и нападения России он будет на стороне России. Да, я не уверена, что он посвящен в планы великого российского стратега. Ну, в общем, посмотрим, к чему это все приведет. И я думаю, что провокации нам точно стоит ожидать. И что я точно знаю, то, что мы не можем верить нашим соседям. Вот чего нельзя делать, так это доверять им. И если они утверждают, что мы не будем нападать, мы должны быть готовы к нападению. Если они говорят, что мы вам говорим правду, значит, нужно воспринимать все с точностью, да, наоборот. Готовность, готовность, готовность. Чем сильнее ЗСУ, чем сильнее разведка, контрразведка, служба Божия, СБУ,
тем эффективнее будет и сопротивление, и адекватность реакции. А вот если говорить о самых уязвимых точках вооруженных сил Украины, что это? Вот на что сейчас нужно делать упор? Вот в Генштабе говорят о том, что есть острая необходимость предоставления, в том числе от наших западных партнеров Украине, ПВО. Это так? А какое еще западное вооружение сейчас бы пошло на пользу ВСУ? Я думаю, что это не только ВСУ, это вообще Украине. Мы проигрываем в информационной войне, это наша главная проблема. Потому что медленно, но уверенно через российские каналы, через российские СМИ, которые распространены в Украине, очень многие смотрят до сих пор российские источники, пользуются ими. Информация искажается и доносится в искаженном виде. Невозможно, им нельзя верить ни в коем случае. Если вы смотрите российское телевидение, вам уже, даже если вам кажется, что вы адекватно оцениваете ситуацию, и информацию, которую вам подает РТВ, вам уже промывают мозги. Это точно. Это точно. Я могу сказать, просто отказываться смотреть российское телевидение. До смешного. Например, там в 2014-2015 году в Песках были мы с ребятами, и ничего, кроме российских каналов и вот этого ДНР непризнанного, так званого, никаких каналов больше не было. И там как фон вот это вот что-то там бубнило, там телеканал «Звезда», что-то еще. И вот утром просыпаются пацаны: блин, где эти правосеки? Сейчас мы их... Они сами правосеки. Ну, то есть настолько промывается мозг, что ненависть к оппонентам просто вкладывается. И, пани Юлия, последний вопрос. Украина выбрала для себя политико-дипломатический путь возвращения своих территорий в состав Украины, деоккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Как человек, который последние 8 лет практически провел на фронте, как вы считаете, сможем ли мы действительно политико-дипломатическим путем деоккупировать наши территории? Я думаю, что истина всегда посередине. То есть мы должны показать нашим территориям, нашим гражданам на оккупированных территориях, какая Украина стала красивая, мощная, сильная. То есть мы должны сделать новую страну, в которую они сами просились бы. Это с одной стороны, а с другой стороны мы должны показать силу о том, что взять нас нахрапом не удастся, о том, что мы располагаем информацией и располагаем достаточной силой для сопротивления, и в случае необходимости мы можем захватить силой эти территории, дойти до границ и закрыть их. Желательно, конечно, этого избежать, и, конечно, победа в большей степени делается именно достижением достойного уровня жизни и именно европейского уровня жизни, медицинского обслуживания и прочих благ, да, цивилизации. Но если у Украины не будет достаточно сильной армии и спецслужб, то уважения в полной мере, боюсь, мы не получим. Дякую вам дуже, пані Юлія. Чохсагону, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Тешекюре, Дар'я. Юлія Паєвська, волонтер, доброволець, військовий службовець, парамедик, командир підрозділу Янголи Тайра була з нами на прямому зв'язку. А мы с вами не прощаемся. Буквально пару минут перерыв. После вернемся в эту студию и продолжим наш эфир.